Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале «Как-то так у Лейлы». И снова после длительного перерыва я с вами. Уже отвыкла снимать, у меня, по-моему, 5-й дубль, все что-то не так говорю. Ну как, мои дорогие, я надеюсь, у вас все хорошо, у нас тоже, алхамдулилла, все нормально, более-менее терпимо. У нас настоящая зима в конце зимы, снега много, морозно. Даже вот постоянно вспоминаю и свое детство, и юношество, когда вот такие вот были вот крепкие морозы, такого вот снег, что дети катались на санках. Дети, конечно, наши просто радуются этой зиме. Но она, наверное, будет короткая, потому что все равно скоро будет весна. Но все, что бы ни делалось, все делается к лучшему. Всевышний знает, что и как. И сегодня, друзья, у меня я должна мариновать, вернее, баранью корейку. И решила, немножко есть времени, хотя у меня после обеда есть большой заказ, 15 килограмм фарша. Из 15 килограмм фарша мне нужно сделать котлеты. Но до этого у меня чуть-чуть освободилось время. И на завтрашний заказ у меня немножко нужно мне корейку. В заказе у меня такая ассорти тарелка, там обязательно мне сказали, что нужна баранья корейка. И вот купила, вернее, сын мне привез баранью корейку, вот такое вот прекрасное мясо. Правда, дороговатое. Эта корейка у нас стоит 860 рублей за килограмм. И сегодня замариную я и на завтрашний заказ. Мне нужно только 5 штучек для завтрашнего заказа. Остальное замариную и завакуумирую. Я, конечно, сделала подготовку. Уже отвыкла от всего этого, мои дорогие. И вот будем сейчас мариновать. Сначала сделаем маринад, потом все это... Ну, процесс вы будете видеть. Процесс я вам буду показывать. Так, у меня не для того, чтобы это писала, что перчатки, просто есть много ран на руках, поэтому одену перчатки и начну. За то время, что я отсутствовала, я работала постоянно на работе все время, ну как на работе, дома, работа моя дома, вы знаете. Принимаю заказы, делаю. Сейчас скоро, буквально несколько дней осталось до священного месяца Рамадан. И поэтому, мне кажется, ну, я делаю и показываю, потому что, может быть, кому-то это пригодится. Может, кто-то захочет замариновать вот так вот мясо. В принципе, таким же способом можно замариновать и говяжью корейку, и стейки говяжьи, любое мясо, мне кажется. По идее, у меня так, рецепт свой. Всегда делаю импровизацию. Какие-то специи, сегодня такие специи, завтра другие специи. И вот я не могу сказать, что я всегда готовлю по одному рецепту. Вот что у меня есть или что мне пришло в голову, то и добавляю. Поэтому, наверное, сейчас начнем. Так, ну и как я сказала, девочки, будем импровизировать все это. Сегодня как-то так. Потом как-то по-другому будет. Так, и прежде чем я начну делать маринад, у меня тут чуть-чуть холодной водички. Это паприка. Мы ее разведем вот так вот в этой воде, ну, где-то 2 столовые ложки. Она более набухнет и как-то будет ложиться на мясо более удачно. Водички нужно еще немного. Ну вот так вот, немножко паприка у нас разбухла в воде. Как я сказала, она лучше будет ложиться на наше мясо. Теперь, так, у нас тут, ну, ложки 2 столовые томатного кетчупа, любого. Добавим его. Так, 40 грамм соли. На эти, у меня баранина 5 килограмм, я не знаю, сказала, не сказала. Вот. 40 грамм соли. Дальше у меня аджика, острая аджика. Так вот, 2-3 даже ложки я добавлю. Тут получается практически все есть. И острый перец, и чесночный перец. В принципе, есть даже соль. Но эта соль не мешает. Вот немножко тоже разбавили. Так, теперь вот такая вот зернистая горчица тоже. Иногда добавляю такую, иногда добавляю обычную русскую горчицу. Так. Можно добавить немножко меда, но сегодня я не буду добавлять. У меня, правда, есть кисло-сладкий соус. Может добавить, может нет, я даже не знаю точно. Так, дальше. Значит, у нас вот растительное масло.
Тоже добавим. Ну, 4 ложки столовые. Я, правда, всегда это делаю на глаз. Точно так же добавим и ложки 3-4 соевого соуса. И все тщательно перемешаем. Да, сюда же добавим еще чесночок. Можно не добавлять, но из-за того, что мне уже завтра готовить, я решила добавить чеснок. Обычно, когда я замораживаю, в принципе, чеснок я не добавляю, а добавляю чеснок уже, когда кладу в рукав для запекания или в пергамент, кто куда что. Вот. Так, девочки, все-таки сюда нужен или мед, или что-то сладкое. Я решила вот это, он, правда, для курицы, но ничего, подойдет для этого соуса тоже. Вот, немножко добавим. Он кисло-сладкий. Я попробовала соус, он у нас такой, видно, что не хватает сладости. Вот буквально вот столовую ложечку добавлю и все. Все, как видите, вот такой вот маринад у нас получился. Так. Теперь все это пока на минут, ну как на минут, часа на 2-3 можно замариновать до утра. Ну, в смысле, как до утра, если вечером, то до утра, если утром, то до вечера. Сутки можно держать в маринаде, а потом уже или готовить, или как бы замораживать, если вы хотите. Так, я хочу, как я сказала, у меня завтра 5 штук нужно мне для заказа, остальное буду вакуумировать. Поэтому я сейчас замариную, вечером мы завакуумируем с Ибрагимом то, что не нужно, а остальные оставлю до завтрашнего утра. Завтра уже буду готовить. Ну, наверное, может быть, если у меня получится, сниму вам, как я готовлю. Уже в готовом виде все это будет снято. Просто, друзья, девочки, друзья, я уже даже не знаю, я в WhatsApp разговариваю, девочки, поэтому сейчас немножко вы меня простите, но я, наверное, немножко отучилась снимать, поэтому немножко меня простите. Буду обратно снова учиться снимать, как раньше. Но как-то так. Так. Ну что, теперь будем мариновать. Так, тут у меня я лук. Я вот сейчас подумываю, добавить его, не добавить его. И этот розмарин в огороде сорвала. Ну, пусть будет. Он, правда, очень пахучий. И, наверное, тоже добавлю. Ну, и лук добавлю. Пусть будет. Потом, когда буду жарить стейки уже, лук я, конечно, уберу. Просто пусть будет как бы маринад. Аромат будет лука. Вот так вот. И теперь добавим это все сюда и перемешаем. И теперь вот так вот тщательно все разотрем. Все мы тщательно намазали каждую кореечку нашу, каждый кусочек мяса. Положили розмаринчик для аромата. И, друзья, как я сказала, вы можете делать как хотите. Можно, знаете как, болгарский перец, острый перец, чесночок и лук перемелоть через мясорубку и добавить то же самое. Это будет тоже очень вкусно. Так же, как я сказала, я специально вот Ибрагиму сказала, чтобы он мне достал. Сейчас я руки, вернее, уже перчатки сниму и покажу вам. Бывает интересно, какую аджику я добавляю, да, чтобы вы знали. Посмотри, видно там? Ниже. Сейчас видно? Да. Вот такая вот аджика. Купила я ее на Валбересе. Вот точно не могу сказать, сколько она стоит. Вот такая вот аджика. Она мне очень нравится. Она острая в меру. Если... Она по-разному бывает. Острая. У нас просто острая. У нас острая, да, я не хочу. Ну да, если вы не хотите острую, то добавляйте. Я сейчас попробовала, у меня прям немножко горит, можно сказать. Но мы, кавказцы, вы сами знаете, что мы любим острую пищу, это однозначно.
Ну вот как-то так. Все, это сейчас дело будет у нас стоять. Как я сказала, может стоять сутки. Можно через 2 часа уже жарить. У нас будет стоять до вечера, а потом мы его завакуумируем, пока я его выставлю на холод. Все, а дальше посмотрим, что мы будем снимать. Хочу я вам снять, какая у нас погода. Ну и все, наверное, друзья. На данный момент больше снимать не буду. Сейчас у меня уйма работы, подготовка к заказу, как я сказала. Но сейчас я выйду, покажу вам, какая у нас зима. Очень холодно. Мне даже пришлось из кладовки перевести все свои соленья, варенье, все в отдельную комнату, потому что там у нас очень холодно. Давно не было такой зимы, но это радует. Ну вот как-то так. Пойдемте, сейчас я вам покажу, какой у нас снежок, какой холод. У нас минус 15, минус 25 градусов холода даже было. Для нас в последнее время это очень, очень холодно. С трудом привыкали, но теперь уже привыкли. Лично я очень трудно привыкла к этому холоду. Ну вот как-то так, друзья. И вот видите, вот такая вот настоящая у нас в этом году зима. Ну, в конце зимы зима пришла в свои права. Холодно, ветрено, снежно и морозно. Давно не было такой зимы. Дети, конечно, радуются, могут на санках покататься. Вот немножко вам покажу. Времени у меня, конечно, мало. Но вот такая вот зимушка-зима в конце февраля у нас. Не знаю, наверное, у нас весна будет поздноватая тоже. Ну, что поделать. А зима такая нравится. И вот, как видите, ничего у меня не изменилось, к сожалению. Хотя мне многие писали, что и дома построила, и сыновей женила, и все сделала. Но нет, ничего не сделано. Все по-старому. Хотелось бы, конечно, но пока у нас не получается. Алхамдулилlah, что есть, то есть. Вот такая вот зимушка-зима. Ну что, пошла работать. Ну и вот такой вот конечный результат у нас. Завакуумировали мы баранину, корейку баранины, вернее. Это уже у меня в свободной продаже будет. Ну и вот так вот потихонечку буду готовить. Уже привезли мне говяжьи стейки, тоже чуть-чуть попозже. Сейчас у меня уже жарятся котлеты. Чуть позже вам покажу. Ну и что, мои дорогие, второй день. Теперь уже покажу вам баранью корейку. И вот таких вот 2 сета у меня. Это куриный сет. Тут, значит, у меня что в сете? Люля куриная, куриный шашлычок, котлеты киевские, по-киевски, вернее, жульен, курица по-арабски и вот такие вот куриные крокеты. И вот такой вот второй сет. Тут уже, как видите, баранья корейка, которую мы с вами вчера мариновали, картошка бэйби и немножко овощей. Вот такие вот сеты отправляются заказчику. Ну вот как-то так, друзья.